Вот Кыргызстанда камсыздандыруу жаатындагы мыйзамдар жетиштүү деңгээлде иштелип чыга элек да, жана жакшыртуу муктаж деген бүгүнкү күнгө. Ошондуктан сиз бүгүн камсыздандыруу тармагындагы заманбап чакырыктарды эске алуу менен жаңыланган мыйзам долбоорун сунушталып келип атасыз. Ошону сунуштарды мен колдойм. Белгилеп кетчү нерсе, өлкөдө каржылык сапаттуулук деңгээли төмөн жана көпчүлүк жарандарга камсыздандыруу эмне үчүн керек экени, кандай полистер бар экенин жана камсыздандырууну кантип туура тандоо керек, анан экинин түшүнүү кыйын болуп жатат да. Ошондой эле рынокто камсыздандыруу продукталарынын ар түрлөрү жетишсиз экенин белгилем келет. Бул калктын жана бизнес секторунун мүмкүнчүлүктөрү чектеп келет да. Анан кээ бир учурларда камсыздандыруу компаниялары зарыл болгон продукталарын сунушталбайт. Анан алар өтө кымбат болуп атат. Ошоно байланыштуу бир нече суроолорум бар да. Гулшат Кадыровна, айтып коюңузчу, вот по видам обязательства страхования. Их не так много на сегодняшний день. Например, автострахование ОСАГО, да, находится на начальной стадии. Вот после принятия данного законопроекта увеличился охват и объем, да, страхового рынка. Какие виды обязательного страхования будут внедряться у вас? И сегодня вы знаете, что вот после принятия закона, то страхование станет обязательным, правильно? Да. Вот сейчас нужно работать с населением, потому что 25 жылдан баштап они не будут успевать страховаться, когда барын милдети болот. Азыр убагында надо проинформировать население: идите сейчас страхуйте, сейчас пока свободно, нету никого, нету очереди, уже азыр иштеп чыгыш керек да, иштеш керек да бүгүнкү күнгө. Вот по вашему мнению, данный законопроект насколько охватит рынок, да? И какие условия будут, какие еще эти компании будут привлекаться над этим, как вы работаете? Марат Токурбаевич жооп берет. Уважаемый Карим Ильзарович, спасибо за поддержку этого законопроекта. Он действительно призван существенно улучшить процесс взаимодействия между страховщиком и страхователем. Конечно, он ОСАГО не регулирует, в частности, он не регулирует, по большому счету, где касается обмена данных, оптимизации, это все здесь изложено. Спасибо за поддержку. По ОСАГО действительно мы принимаем вашу критику. Вот, Марат Тугульбаевич, вот самое главное здесь доверие же народа. Алар егер ишинип калса, они идут страховаться. Сегодня, вот есть страховые компании, есть страх, да? У них, у страховых компаний есть страх, то, что сегодня очень много этих аферистов, да, могут появиться, то, что будут на этом наживаться, да? И как будет осуществляться контроль над деятельностью страховой компании, вот, чтобы повысить, да, доверие к этой отрасли? И вот сегодня какие новые методы, да, регулирования и контроля будут введены в новом законопроекте? Потому что если наши люди не будут верить страховым компаниям, они не будут страховаться, например. Спасибо за ваш вопрос. Карим Ильзарович, вот хотел бы для начала привести цифры, что, например, за 9 месяцев нынешнего года, да, 2024 года, общих страховых выплат страховыми компаниями после наступления страховых случаев, их объем составил почти 500 миллионов сомов. Ну, здесь надо понимать, что страховая премия, ну, сумму, которую они заплатили, она примерно составляет где-то в пределах усредненно 0,3%. Они заплатили и получили вот эти суммы. Конечно, я желаю, чтобы мы шли вперед, да? Заманбап и кетишибиз керек, да? Но сегодня Кыргызстан же сталкивается с проблемой полноценного рынка, отсутствия полноценного рынка перестрахования. Что касается именно ушел ири төлөмдөрдүн тобочиликти коргонунда, вот, которые крупные выплаты, да? Будут ли в новом законодательстве изменения по рынку перестрахования, да? Вкратце просто схочу. Да, будут такие изменения. Мы даем возможность страховым компаниям законодательно уже проведения облигаторного страхования. Наши страховые компании уже перестраховывают в глобальном рынке перестрахования. Такие компании, как Lloyds, вот, Swiss Re и
разные компании есть, очень крупные, с ними работает наша компания уже. И вот последний вопрос. Что делается для обеспечения доступного страхования для населения, да? И повышения финансовой грамотности нашего населения, и также для цифровизации этой отрасли? Вот вкратце. Для цифровизации этой отрасли как раз в законопроекте предложено внедрение специализированной информационной системы, куда вы можете посмотреть и увидеть, что у нас застраховано, по какой стоит, по всем параметрам можно увидеть. Рахмат, Марат Огилбаевич, ошол мыйзам долбоор өтүү керек, ушуну муктаж деп эсептейм да.